На этой неделе наши корреспонденты побывали в одной татарской деревне Волгоградской области, жители которой крайне недовольны действиями местных властей. Дело в том, что их деревню объединили с русским селом и организовали единый сельсовет. С тех пор, по мнению жителей, и начались их испытания. Власти Волгоградской области, естественно, руководствовались экономическими соображениями, абсолютно наплевав на национальный вопрос. Они вообще хотят наше село сделать русским. Взяли, объединили и, значит, списали нас, как говорится. И нет у нас пока таких законов, которые бы, если мы их превозгласили, то должны выполнять. На карте России найдется немало татарских сел. Они есть в любой области или крае. Есть среди них огромные, есть совсем небольшие, а есть вот такие совсем средние, как это село в Волгоградской области. Малые чепурники с населением в 500 человек, не больше. Когда-то они были самостоятельной административной единицей, но те времена прошли. Татарское село взяли и объединили с русским, которое в километре от него, с большими чепурниками. Объединили единым сельсоветом. В больших чепурниках 4500 населения. Это русское село. И сельсовет, кстати, сегодня тоже татарами не богат. Представителей татарского населения в нем попросту нет. Между большими и малыми чепурниками не просто 2 километра пути, между ними еще и большая историческая пропасть. Малые чепурники намного старше своего соседа. Говорят, что этому селу никак не меньше 500 лет. Представьте себе, строительство вот этой мечети началось в 1760 году. В прошлом году отметили 250-летний ее юбилей. И по мнению многих жителей села Малые Чепурники, мечеть сегодня здесь – это единственное место, которое напоминает им еще о том, что живут они все-таки в татарском селе. Мусульманская община села собирается вот так еженедельно, обсуждают текущие проблемы села. Их уйма. Все решения сельской думы, они должны обсуждаться людьми. А мы на сегодняшний день вообще ничего не знаем о том, какие решения принимает Дума. На строительство или на ремонт нам ничего никто не дает. И нас, как бы сказать, татарами не считают. Детсад продали, школу закрыли. Все идет на развал. Это бывший детский сад, да? Да. Детского сада в деревне и правда давно уже нет. Тут теперь люди живут, но это еще полбеды. Раньше было у нас роддом когда-то в селе, и фермы не стало. Теперь последняя, я говорю, точка школа, которая необходима, может быть, свой язык даже изучать. Школу здесь закрыли несколько лет тому назад. Закрыли по причине недокомплекта. Село приходит в упадок, люди не рожают, школа, получается, сама себя не оправдывает. Дети из татарских семей теперь ежедневно ездят в русскую школу, в большие чепурники. И всем-то эта школа хороша, красивая. Но не хватает, пожалуй, главного. Для них главного. Общения нет на родном языке. В школе тоже уже все уже там отпало. Родной язык уже пропадает. Погнали в русскую школу там и все, и там учились. Тут была школа, тут учили месяца 2 и все, а потом прекратили учить татарский. И арабского ничего нету тут. А так хотелось бы, да, изучать? Ну да, конечно. Национальной политики никакой нет. Да? Нету. Это вообще ничего нету такого. Никто. Политика. Какой тут политики? Если они не знают даже по-татарски, даже уже разговаривать не стали по-татарски. В основном по-русски. Выходишь, все по-русски. Все по-русски. Ни одного. Как будто и татар вообще нет у нас в селе. Как ни крути, а ведь это сущая мелочь. Взять да организовать уроки татарского для этих детей. Потребность есть. Учителя остались. В деревне протест. Но вопрос в сельсовете висит в воздухе уже годами. Нет, не изучают. У нас отдельно при музее еще работал преподаватель, ходили дети, там несколько человек, я не скажу, что много, с отделом по образованию. Этот вопрос надо решать. Я думаю, что у нас нет по этому вопросу никаких
предложение и пожалуйста. Единственным окном в татарский мир для жителей малых Чепурников остается ТНВ. Тут у каждого вот такая тарелка. Ну а иначе, ну куда пойдешь? Вот клуб недавно построили, а что толку? Во-первых, он постоянно на замке почему-то. Во-вторых, охота идти в этот клуб у людей, например, постарше, отпала как-то сразу и надолго. Клуб возглавляет русский парень. И дважды администрация приглашала на День села коллективы, которые, люди кричали «позор». Потому что выходили девочки в плавочках, в бюстгальтерах, с веерами, с перьями. И танцевали здесь кардебалет, поднимая ноги перед мулой, перед стариками и так далее. Администрация стояла, смеялась. Дети полуголые выходят, а у нас по шариату нельзя. Ни в коем случае этого. Дети маленькие, если не научим их, как надо сами себя беречь, то взрослые будут, они уже скажут, нам никто никогда не сказал. Люди ведь не зря бучу поднимают, чувствуют, что умирает деревня. И как-то не характерно это, что ли, для татарского-то села. В довершение ко всему, сюда пришел еще и круглосуточный зеленый змей. Народ потихоньку спивается. Сколько сейчас алкашей не работает. Раньше этого не было у нас так. И музыка, еще тут приезжает сейчас вот на машине. Хоть бы музыка была как следует. А тут дан. Надоело. Уже я закрываюсь и сплю. А насчет выпивки вообще это позорно и стыдно. А тут день и ночь. А есть люди, которые спиваются, наверное, да? О, сколько хотите. И даже здесь татарский деревень? Да, здесь то же самое. В деревенских магазинах картина, в общем, привычная. И большинство, естественно, против такой картины не протестуют. Протестуют люди еще старой закалки, которые видят последствия. Жители села неоднократно обращались с разного рода письмами и прошениями с просьбой ограничить продажу спиртного хотя бы на период одного священного для мусульман месяца. Ответы приходили вот в таком духе. Это частные предприниматели. Закон запрещает указывать им, когда, чем и где торговать. Тут свои бизнесмены начали, как же это не продавать, а нам убытки. Ну, за один месяц большой убыток не положишь. Ты уж знал, куда ты строил свой магазин, куда ты шел. Село татарское. Надо же уважать немножко. Мы не имеем права им приказать. Вот. Это должен принять определенный документ на уровне губернатора. И люди не выдерживают. Это же не то, что там, например, со злом к предпринимателям там, или какие-то требования. Они просто хотят сказать, не оскорбляйте нас. Это поле, которым мы питаемся. Это наше, то, что жизнь нам дает. Держимся мы за это. Они говорят, да ну, что там... Малые Чепурники с населением в 500 человек, не больше. Пока еще во всех справочниках его именуют татарским селом. По сути, оно и является таковым. По факту уже не совсем. Национальная политика – дело тонкое. И кто его знает, что будет с этими людьми лет через 30-50, если мы не будем учитывать эти тонкие вещи, национальные интересы. Но если не учитывать, то можно пожать довольно серьезный конфликт. Ну, я вообще-то опасаюсь говорить, я не хочу об этом думать даже. Я не хочу об этом думать. Просто надо работать. Надо работать, исключать. Надо исключать. Через 10 лет скажут, а там вон татарское село было когда-то. Михаил Любимов и Роман Безменов. 7 дней. Волгоградская область.